Будь ласка. А, Я извиняюсь. Степан, проси всегда помощи у Маши и Аллы. В моем привел в ислам чеченец, и как будто бы сейчас выводит тоже чеченец. И чеченец, который меня привел в ислам, очень достойный парень, очень, не то, что как вы некоторых называете чеченоговорящий, очень достойный парень, настоящий, ну, все атрибуты настоящего чеченца имеет. И у меня, вот я с ним дружу 20 лет мы с ним дружим. И я сейчас вот никак не могу решиться прийти ему сказать: слушай, а ты знаешь, кто такой Хармат? Слышал, что он говорит, как он, ну вот вообще, вот это все ему донести до него это хочу, и не знаю, как к нему с этим подойти. Но Камец, дай угадаю твоей фамилии. Тебя зовут Шмаков. Почему Шмаков? Меня зовут Джафаров. А, все, хорошо. Нет, ты не должен говорить ему, кто такой. Это шутка, которую только мы поймем. Ты не должен говорить ему, кто такой этот. Ты должен его спросить, а ты знал, что мусульманин может... Твоего друга, который привел тебя в ислам, зовут Тумсу Абдурахман. Нет, его... Просто тут один вариант. Я бы на твоем месте сказал, а ты знал, что мусульманину можно, вот, если на войне так, как трофей чужих жен брать и из них секс наложен сделать, и ну, как приводишь их домой, чтобы они полуголые ходили, заставлять, как Юмар бин Хаттаб. А ты знал, что пророк, когда в туалет шел, он вообще ко мне... Нет, давай лучше... Давай такой вопрос. Он, когда тебя приводил в ислам, сказал тебе, что Мухаммед это великий пророк, лучший из лучших, и у него была жена 9-летняя, которая в куклы играла. Нет, он брат, тебе такое сказал? Нет, там немножко ситуация другая была. Ситуация была в том, что у меня произошла очень серьезная ситуация жизненная, и мы ехали с ним в машине, я ему сказал такую фразу, что я хочу покончить с собой. И он мне начал говорить, что ты что, сумасшедший? Ну, а я на тот момент был мусульманином, просто, да, мусульманин, как слово мусульманин, потому что родился в мусульманской семье, ну, понял, без всяких там, вообще религии ноль был, ноль, минус был в религии. Mm-hmm. И он мне сказал, что как ты попадешь в ад, и так, ну, какой-то такой маленький фундамент дал. И что мне в тот день помогло, он меня как вот этим успокоил меня. Там, ад, самоубийство. А ты знаешь, что должен был сказать? А что, ты хочешь сказать, что Бойсенг не был мусульманином, ты должен был ему в ответ сказать, что если он самоубийство говорит, что запрещено. Нет, было я тогда совсем по-другому рассуждал. Смотри, знаешь, как было, я понял это, что с тобой было, знаешь, почему ты зацепился за ислам. Когда ты хотел покончить, но внутри себя ты не хотел этого сделать. Ты просто, знаешь, это как бы у тебя на стрессе, ты на эмоциях думал, и как только тебе привели пример за самоубийство, ты пойдешь в ад, и ты якобы, знаешь, этим отошел от этого и зацепился, типа, эта религия спасла мне жизнь, знаешь, этим ты якобы больше проник в ислам. Он побоялся ада просто. Вообще, я сейчас это рассказал, это естественно, это было, в тот момент я это сказал фразу, как, типа, ой, блин, я умереть хочу из-за этого, да, ну вот как бывает такое, типа, и я там как фразу, естественно, я не суицидник, и вообще у меня всегда с тех времен, еще всегда я задавал всем вопрос просто ради интереса, как человек, там, собеседника спрашивал, как ты считаешь, человек, который покончит с собой, он сильный человек или слабый человек? Вот это для меня такой всегда не было. Я просто... человек, это только не стрессоустойчивый или, не знаю, какой-то ненормальный человек такой сделает для меня, чтобы самоубийство сделать. У нас в кодексе записано, что если даже ты пожертвовал свою жизнь просто по пустякам,
не за что-то стоящее, то ты уже слабый. Не то, что самоубийство, а просто пожертвовал свою жизнь впустую. Но там, если ты мог убить 10 врагов, умер, там двоих убивают, короче, головой не подумай. А тут самоубийство даже речи не идет. Халев, ну почему сразу кого-то 10 убить, 50 убить? Или как Не, Камилов, я простой 150? простой пример Я привожу, понял. чтобы о Не просто, самоубийстве тут даже речи не Халев, идет. Это вообще а трусость. не просто, ну, не проще ли жить, радоваться каждому дню, кушать, одеваться красиво, просто жить. Степан, анекдот слышал? Он когда это на Сейчас улице услышу. всегда такое говорит, может. Это самый простой пример я просто привел, чтобы он понял, что даже задумываться над самоубийством, это вообще, если ты в те времена, если я тебя полным, короче, трусом посчитали бы. Ты что? Ну, да, это слабак. Если у человека появляется в голове, тебе Вселенная дала дар жизни, ты родился, через что-то шрамы на голове получал, колени разбивал на самокате и так далее. И вдруг ты решил, что-то трудность какой-то это там случилось. Я не думаю, архи какое-то страшное, небеса на него рухнули, или Зев развергнул небеса, там членом помахал, там по лицу дал. Ничего этого не было, и вдруг ты решил повеситься или там руки на себя накладывать. Ну, это дебил, значит. Отсюда отталкиваясь, не отсюда, а просто хочу, не связано с этим, одну вещь сказать. Я, Вот был такой Владимир Ильич я тут Ленин. считаю, Ульянов. самое главное, я тут Халид, считаю, Халид, я неуважение к буквально своим родителям. 5 Неуважение к своим секунд. родителям, которые Халид, его 5 растили. секунд. 5 секунд. Да, Был такой Ленин Господи, Боже Ульянов. мой, человек просто поделился своими тогдашними Я понял эмоциями. формат. Как Это то, что не что. то, Я просто что... хочу сказать, религия Давайте это лучше опиум для тему народа. смените, пожалуйста. Меняем тему. New change context. No comment, говори. Не комментируй, но comment. Что хочу Хармату и его семье. А вопрос, кстати, у меня есть один, если можно. Да, Мы сейчас, твой друг Тумсу Абдурахманов. Если не брать, что он мусульманин, в одном из эфиров Хармат сказал, что он агент русских и так далее. А почему такое мнение? Просто я за ним тоже давно слежу. Опять же, от того, что я вырос среди чеченцев, ну, короче, знаю боль вашего народа, знаю все, абсолютно, ну, много чего знаю. И вот мне интересно было, почему вот в Тумсо агенты не Масада, этого, короче, Кремля записали. Так, кто рискнет ответить? Я просто скажу, тут гадалки не нужно ходить. Просто, чтобы понимать, что такой человек не просто с какой-то улицы, там, левый, там, случайный. Случайные люди не попадают в замдиректора электросвязи в Чеченской Республике, когда идут военные, партизанские, можно сказать, просто так не попадают. Плюс тетя еще оказывается у нас И много информации, которого не попадает информация. Да, потом он сам подтверждает, что Шмаков его брат, а Шмаков является действующим сотрудником силовых спецслужб вот этой Русней. А тут гадалки нужно ходить, знать, кто он. И еще ему Аллах дал молоток. В критический момент протянул молоток. А это 100%, значит, что он... Не молоток, а мотолок. Молоток. Из-под этого кровати. Это может делать только Лубянка. Ну, агент это возможно и громко сказано. Просто есть такой у него брат Шмаков Игорь. Это действующий сотрудник.
был начальником, ну, электросвязи в Грозном. В партизанское время. Сам понимаешь, в Грозном электросвязи начальником простого человека не сделают. А этот стал его замначальником. У него есть тетя, которая тоже действующая ФСБшница. Со всеми документами, все есть, пруфы, все есть. Тетя Тумсо Абдурахманова. И когда у него спрашивают про этого Игоря Шмакова, он говорит, он будет недоволен, что я о нем говорю, но это наш брат, мусульманин, он принял ислам. Салам алейкум, Игорь Шмаков. А когда его спрашивают про Ахмеда Закаева, то, кстати, для меня одно и то же, что Тумсу, что он просто разный. Он говорит, нет, он мусульманин, но братом я его не назову, потому что у него акида не ахлю сунна валь джамаа, то есть он не вахабит, потому что Закаев. А Игорь Шмаков, который встречается, проводит встречи с Кадыровым, есть официальные, тоже есть все пруфы, все есть в интернете, где Кадыров собирал блогеров там и так далее. Он там присутствовал, фотографировался, выкладывал себя в Инстаграм, в соцсетях. Этот Игорь Шмаков с Кадыровым фотографии, присутствовал на этом совещании, сам это все выкладывал. А он, видите ли, оказывается, вахабит. Игорь Шмаков, российский военнослужащий, ФСБшник, оказывается, вахабит. У него, как и у Тумсо, акида, вероубеждение, то есть секта, течение, направление в исламе. И его можно назвать братом. عليكم تمسوا زكاة وحيبصوا وش كيتي صون زكاة وبصوا قيادة زكاة تكفير سيدنا أما وش بوجا إذا ملا ضحكوهم دويز صون بصوا قيادة بصوا قيادة وش أولي سؤال وش سؤال وذلك وش إذا دين تحقيقهم أهل السنة والجماعات شيء قيادة مش أبين بصوا وش ويتون بصوا وش بول وش نجح سنت دين تح قيج أو قيادة مش بول شيء دون أشتهم ده واحد ثم وش سؤال أما بصوا دين شو عبودة دون بصوا قيادة непосредственный начальник в ГТС, городской телефонной сети. Это наш брат. Статья. В общем, у него спрашивают, кто Закаева считаешь братом? Он говорит, нет, брат это слишком большое, святое. Братом в исламе, мусульманином я его считаю, но братом в исламе не могу сказать, это вероубеждение. То есть, если он из другой исламской секты, нужно очень быть аккуратным в этом. И теперь ему задают вопрос про Игоря Шмакова. Давай. Извини, пожалуйста, брат мусульманин, это русский парень, который принял ислам. Следственный начальник в ГТС, городской телефонной сети. Это наш брат мусульманин, это русский парень, который принял ислам. Непосредственный начальник в ГТС, городской телефонной сети. Это наш брат мусульманин, это русский парень, который принял ислам. Непосредственный начальник в ГТС, городской телефонной сети. Это наш брат мусульманин, это русский парень, который принял ислам. Все, это наш брат мусульманин. Но коммент из твоего ника следует, что ты не комментируешь. Прокомментируй, что ты думаешь. Ты теперь убедился, что это Аллах, получи $1 миллион, а ты докажи, что не Аллах. Что он ФСБшник, я говорю. Ты убедился, что Тумсо Абдурахманов высокой вероятностью является агентом ФСБ? Агентишка даже. Не агент слишком громко сказано. А какая цель его? Вот, в принципе, он же борется против этого марионеточного режима, правильно? Да, какая не борется. В том-то и дело, он делает из Кадырова кадыровским режимом, который является марионеткой России,
который лишь выполняет роль инструмента, скажем так, является инструментом в руках ФСБ, которая находится в Грозном заводском районе, на огромной Ханкале также, и говорит Кадырову, что ему сегодня делать, что ему сегодня говорить, и руководит им полностью. Кадырова, который называет себя открыто пехотинцем Путина, что за любой приказ Путина он прыгнет сразу в кусты, прямо это его слова, я прыгну в кусты, как только он прикажет. Турсо сделал из него отдельным каким-то диктатором на всю СНГ, на Европу, какой-то отдельной личностью, которого выбрали чеченцы, независимое чеченское государство, и они выбрали такого сумасшедшего диктатора. И Чичи Соборди делда Соборди. И чеченизировал русско-российско-чеченский конфликт. То есть перевел русско-российско на уровень чеченцев против чеченский конфликт. То есть чеченский внутренний конфликт. Вот он это и делает. Ты где-нибудь говорил, чтобы он критиковал постоянно Россию? Нет, он наоборот говорил, Навальный топил за Навального. Навальный 2-миллионник. Или сколько у него там миллионов подписчиков было. Пиарил его у себя на канале. Это чеченский блогер, чуть-поп, очень хороший, там туда-сюда. При том, что Вот и Навальный всё. ненавидит мусульман. Публично. Вот именно, да, вот именно. Публично ненавидел мусульман. Ладно, а как вы относитесь к вот ребятам из НИСО? Тоже выходня. В Москве тоже широкие дискуссии по поводу того, нужны ли в Москве Как пел Мусараев, о Аллах, нечестивый твой. Нормально объяснить свою обстановку. Я просто чуть занят. Ты И уверен, что он нуждается в нормальное объяснение, Ибрагим? НИСО, который он спрашивает, как Его относится. Что там объяснять? Шариат. Свободец. Хорошо. Одна контора создает две разные организации. Когда я чуть-чуть говорить писался, попрошу чуть-чуть подождать, просто не так заняты. НИСО – это семья федерального судьи. Есть такой федеральный судья Янгулбаев, который Это разве это не для Русни сажал там чеченцев по беспределу полностью, у которого действующая путинская подпись стоит в его удостоверении, назначен Путиным. Вот это его дети есть такие, Янгульбаев Ибрагим и Янгульбаев еще каких-то, ну, твой. А разве это Вот не... у них был Адат, такой телеграм-канал, потом они перевоплотились, вот как раз там Алиф сейчас поставил. Ибрагим, а до що подаря субвенції, це черніше працювали. Я это все знаю. НИСО, НИСО. Короче, это продолжение вот этого Адата, они перевоплощаются каждый раз. То есть крыло, которое Узику, вот это вот Узику. Алло. Вспомогательное крыло, которое подкинуто сюда, в Европу, потому что Тузик Тумсо Абдурахманов уже плохо справляется. Вот такая ситуация. Не подумайте, что я их защищаю или что-то, просто мне самому интересно понять, потому что я повестку знаю, но, опять же, вы по-любому лучше меня знаете. Просто получается,
Янгулбаев, Закаев, Абдурахманов, вся оппозиция, которая в Европе есть, такая, да, публичная оппозиция, все они, получаются, агенты Кремля? Один момент, Тесла, да, я даже расскажу, потом будете говорить. Вот эти все, кого ты перечислил, установители Корана и Сунны, установители шарикатов, они все делают то, что Путин, ФСБ и Российская Федерация, включая всех хороших русских, тем сами вот с тобой перечисленные тоже являются. Они входят в категорию хороших русских. Вот эти люди, они тем или иным образом ходят и ставят печати на то, что в последние там 25-30 лет вот эта вот вся русня в целом пытается всему миру пропагандировать относительно чеченцев. То есть вот эти люди присланы, явно официально присланы, Тузик Абдурахманов, прислана сюда в Европу семья Янгулбаевых, и тоже с ними работающие на эту мельницу Закаев, который я пока, например, не знаю, он конкретно там является ли говнюком или нет, но исполняющий обязанности, он это 100%, потому что он тот, которую как бы, русня, ну, изобрела, создала в чеченской среде. Вот как-то так. Я тоже хочу ответить. Так он еще, он еще сказал, что действующая оппозиция открытая. Задайте ему вопрос, оппозиция кому? Что за оппозиция? Что это значит? Ну, оппозиция Кадыров и всему. Так Кадыров марионетка, как у него может быть оппозиция? Ну, я понимаю, но они... Сейчас в они Чеченской республике вражеская власть установлена. То есть оккупирована территория, и там действует российская власть. Все правильно. Как они могут быть оппозицией Кадырову? Все правильно, но они оппозицией Путину уже не могут быть. Они за... Не могут. Поэтому они вообще не должны личностью. Они сделали его политиком, великим политиком мирового уровня, что о нем весь мир говорит. Именно они его сделали. Из марионетки, пехотинцев, из пешки они сделали отдельным каким-то диктатором. Весь мир они ввели в заблуждение. Это большая спецоперация и успешная спецоперация. Да, абсолютно. А хорошо, а то, что Янгул... Нет, non-comment. Когда говоришь оппозиция, вот эти коллаборанты, то есть вот, допустим, коллаборант Янгулбаев, коллаборант Кадыров, там коллаборант, вот, они как бы коллаборанты, которые конкурируют, чтобы больше получать кусок свой пирога или, я не знаю, там, подачки от Кремля. То есть они не могут быть оппозицией в принципе. Оппозиция – это когда в независимом каком-то государстве две фракции борются за власть и за голоса избирателей, скажем так. Или вот тогда это оппозиция. А когда твоя страна захвачена, и у тебя есть какие-то там нацпредатели, коллаборанты, бог знает еще кто, которые либо грызутся между собой, либо конкурируют, либо, не знаю, тайно как-то работают, то это никакая не оппозиция. Это, я думаю, очевидно. Тесла, 30 секунд дайте, я ему коротко объясню, почему вот сопротивление Русне, которые у нас были, говорила, как есть, он коротко сейчас момент поставлю, Кадыров и Алхан, без разницы, кого они ставят, кем они считают. Кто такой Рамзан Кадыров? Я такой человек, короче, до 2001 года вообще Рамзан не слышал Кадыров. Я знал Люлю Кафырова, что Люлю по-чеченски означает мунштук. Человек, которого зовут мунштук, короче, соответственно, цену имеет.
они на нашей стороне тоже не воевали. Тот же этот Капыров, где он воевал? Одно место, скажи. Это люди, которые бегали вокруг войны. В общем, они недостойны обсуждения. Пустая трата времени на пустое место. Все про другое. Пустая трата времени на пустое место. Вот, видишь, талдеешь. Ну, да, Россия, мы видите, что Путин, Бог, не даду. Насчет этого, насчет Тузика, у всех это глючит интернет или только у меня? Сейчас, когда этот халиф говорил, тормозилась его вот эта речь у вас? Видео тормозил. Это везде сейчас. Телеграмма. Короче, я просто что хочу дополнить, там вот этот чувак, который Тузик Абдурахманов. Просто он был сюда закинут, в Европу, именно на тот период, когда Багузик там прошли вот эти последние зачистки ИГИЛа, и ИГИЛ, как вот это движение, полностью перестал существовать на какой-то территории, скажем так, да, вот официально, вот здесь они. И полностью ушло в подполье. И вот на этот период как раз чеченцы, которые уже там в Европе и вообще во всем мире проживают, они начали как бы, ну, пробуждаться, да? Что это вообще было, куда нас затянули, какой ИГИЛ, потому что никакая ни сунна, ни предание, ничего не сошлось, хотя до этого все по плану шло. Там, что из пустыни там огонь выйдет, что вот эти предписания, что появится Курайшит, который возглавит там это дело, что под 60 или 70 флагами, короче, будут кефиры нападать там на халифат того периода. То есть там много было вот этих откровений уже Наби, Иисус, Даджал, короче, и все остальные персонажи, Гоги, Магоги, там, Яджуджа, Маджуджа и так далее. Но получилось так, что все это дело сдулось. И вот эти вот прихожане, которые полностью были подвергнуты вот этим лапше, да, ну, вешание на уши лапше, они начали задумываться, и там такое пробуждение стало происходить. И вот на этот период товарищ Абдурахманов появился там в Грузии, там, рвя на себя тельняшки, только мы там с Мансуром, с Адулаевым являемся истинным джамаатом. Даже если нас двое, то мы только джамаат Ахмада бин Хамбаля. И мы на истине. И вот потом этого чувака начали раскручивать по всем руснявым ресурсам. Всякие Шевченки, всякие Навальные, потом действующий там вот этот коллаборационный болтун Джамбулат, как его там, Джамбулатов или Джамбулат, Джамбокс, одним словом. Вот этот пассажир, короче, мастер слова, да, который может из этого своего рта выговорить все, что угодно, он вдруг проигрывает ему в дискуссии. Короче, Тузик вселенский на наших глазах начинает вот так возрождаться, что ли, ну или зарождаться. Вот таким вот образом вот эта инициатива была перехвачена, и вот этот чувак не дал слезть обществу, как с вот этих рельс
игиловских, просто как бы перевоплощая, там, переформатируя просто во что-то другое, вот это все общество, которое облапошено было. И вот как здесь высказались, он чеченизировал. Просто, то есть его задача была не дать слезть радикальных рельс чеченскому обществу, а также чеченизировать русско-чеченскую войну. То есть произвести вот такое вот впечатление, как будто бы там чеченцы борются между собой, там, между Кадыровым и Мадыровым. И говорить, что вот этот Тузик, это какая-то одна персона, это вообще тупость полная. Потому что его всем миром, русским миром ставили как бы на ноги, вот так вот именно раскручивали, пиарили. Я надеюсь, это Там, записывается. да, включая Навального, который всем своим подписчикам советовали подписываться на Тузиков. Там потом еще Шевченко, советника Путина, подключили тоже к этому делу. То есть вот эта раскрутка, пиар, он шел конкретно. И вот когда даже там канал Пармата страйкнули, ну говорить, что это Тузик сделал, это просто, я не знаю, ну, вообще не логично, не серьезно. Потому что вообще в русском вот этом отделе YouTube сидят там свои люди, и они найдут причину, чтобы кого угодно страйкнуть, там канал закрыть и так далее. Это работа командная, это не просто так. Плюс там юристы в нужный момент. Вот сейчас русские юристы, там русские, ну или связаны с русскими. Операцию «Молоток» или операцию «Позитив» тоже довели до нужного там этапа, и позитив был дан в итоге. Он когда... Извините, Да. ваше мнение, вот это молоток, это вот как это все организовано, для чего? Для чего, окей, понятно. Ну как это все произошло, если этого Мамаева, его, кажется, звали, его посадили в итоге в тюрьму. На родного брата Тумсо в Германии тоже было сделано решение, и там тоже его поймали и посадили в тюрьму. Ну просто, ну опять же, я понимаю, что если это серьезно... Операция. Да, операция «Позитив». Ничего там такого. Вот это Мамаев, взяли его там, подловили в России, предложили ему поехать, испугать, побить там Тумсо, за это ему предложили там, финансовые и так далее там условия. Плюс там его мама в плохом положении, там тоже у них как бы. И дебилок просто поехал, чтобы таким путем заработать, короче, бабки. Абсолютно он не в курсе, кто его нанял, как его наняли. Человек просто поехал, чтобы вот так напугать его, а там внизу уже, там на месте его ждали с молотком и напали на него. Ибраим, а как чудным образом дверь открылась? Тоже скажи. Там еще чудным образом... Фамилии помнить Мамаева. Там еще чудным образом вместе с ним в квартире Гурия находилась, которую тоже, там у них на суде они все же показания дают. Эта Гурия тоже была сюда привлечена. У нее были проблемы семейные, муж не позволял видеться с детьми, и муж сам ее как сутенер предложил вот этому Тузику Абдурахманову, его похоти там, как бы
это самое. Ну, сделать ему доброе дело. А скажите, помните, был парень в Австрии, которого убили, лысый, который прям жестко ругал Рамзана, там этого Делимханова? Сейчас об Алло. этом от Узика говорим. И этого парня все помнят. Но речь сейчас шла о Тузике. Его вот это, как его молотком били по голове. И как Тузик просыпался. Да-да, Тузик просыпался от интенсивных ударов молотком по голове. Обычно, когда молоток по голове попадает кому-то, человек засыпает. А тут произошло знамение, чудо Аллаха, когда человека, наоборот, пробудили интенсивными ударами молотком по голове. У вас получается 2 зайца за 1 выстрел, что ли? Не, получается, человек, который сейчас задает вопросы всем, помнит фамилии нападавшего на Тузика, Мамаев. Анжел, ты кто такой пассажир? Я В не каком помню, звании? Какое Вот. звание у тебя? в каком, я помню фамилию Мамаева, потому что я за Тумсо слежу очень давно. У него там написано все на листочке, все он там, чтобы не забыть. Уф. В каком звании русский? Ты где сидишь сейчас? Где ты сидишь? В каком городе? Очень В интересно. каком звании? Сколько получаешь рублей? 0. Какая зарплата у тебя? 0. Подожди, Дон Арчо, подожди, конфиденциальную информацию здесь запрещено разглашать. А почему я не могу помнить? Вы до меня докопаетесь только из-за Мамаева? Шутки я прошу. Вы меня не знаете, что хотите, можете думать. Почему я помню Мамаева? Потому что я именно за Тумсо очень давно слежу. Я задал эти вопросы, еще раз подчеркну, потому что я 7 дней не сплю и слушаю вашего друга, вашего брата Бхармата. Ваша политическая ситуация меня вообще не касается. Мне интересно в первую очередь было ислам и все, что говорил Бхармат по этим вопросам. Почему я спросил насчет Тумсо? Потому что я за ним слежу, давно слежу, очень давно. Когда бы это покушение было? Лет 5 назад. Если покушение было 5 лет, значит, я лет 8 за ним слежу. Поэтому я задал этот вопрос. Так, Тумсо кремлевский, ваш друг, еще там чей-то друг, мне вообще все равно, он меня не касается, мне интересна моя личная жизнь. И я даже не чеченец, что меня даже касалось. Интересно только потому, что я говорю, что я вырос среди чеченцев, и те чеченцы, которые меня окружают, они испытывают ту же боль, которую вы испытываете. Они не за Тумсо, не за кого, они за свой народ, за своих предков, как говорит Бхармат. А то, что я Мамаева вспомнил... Ты откуда? Подожди, не надо оправдываться. Ты вообще откуда про Тузика знаешь? Про Тумсо? Откуда ты узнал? Откуда я узнал? Честно, не помню. Это 8, я говорю, когда это покушение было? Лет 5 назад? Я не в самом начале. Вообще, кто тебя подвигло его слушать? И вообще, где эта персона становилась? Вот эта персона, какая она есть? Я тебе сейчас расскажу. Почему вообще еще меня эта тема очень интересна и мне очень важно, что... я тебе просто... Не чтобы ты оправдывался, это вообще здесь никому не интересно. Вы меня не знаете. Имеется... Да, это никто не может так сказать. То есть, имеется в виду, откуда... Я просто от темы не отходя возвращаюсь. И хочу тебя к теме задать. А где он среди чеченцев вырос? Где это он вырос среди чеченцев? Подожди. Где вырос он среди чеченцев? Дон Арчо, кому ответить? Ты здесь допрос не делай. Подожди, тормозим, ребята.
откуда и как эта персона была раскручена, Тузик? Где вы его видели? Где вы его смотрите? Я отвечу. Можно не отвечу? Минуту одну мне нужно. Плюс-минус, вот в этот 8-10 лет назад, почему у меня ненависть к Кадырову и ко всем ним? Меня очень жестко кинули, один человек меня кинул. И оказалось, что этот человек... Нам это не интересно. Я скажу, ну ты же не знаешь мой итог, ну пожалуйста, да, я секунду скажу. Нет, это вообще не интересно. Это он, Дон Авчо, провокатор. Он спрашивает у тебя конфиденциальную информацию в каком-то отделе, там, туда-сюда. Нам не интересно, кто с какого отдела. Вот спрашивает. Нам интересна тема, которую ты начал, про Тузика. Я говорю, ну Просто дай, ее разъяснить. меня ответить. Ее надо разъяснить. Не, сначала эту тему надо закончить, потом будешь про свои какие-то эти регалии рассказывать. Есть эта тема. Вот. Я знаю. Меня 8-10 Вот лет... этот Тузик Абдурахманов, откуда люди о нем знают вообще? Откуда? Откуда люди или я? Ну, люди вообще в целом, и ты, и другие. Люди, откуда я знаю, и как я о нем узнал. Не именно тот момент, когда ты о нем узнал. Он же и сейчас как бы везде. Ну, вопрос какой? Откуда о нем знают люди, откуда черпают эту информацию? С интернета. С каких каналов, откуда конкретно? Про Тумсо? Да. У него свой канал, большой канал. Он один из известных чеченских блогеров. Как не знать о нем? А с других ресурсов не поступала информация? С других ресурсов? Так вот, если ты мне 30 секунд дал бы времени, я могу даже в 26 уложиться. Я тебе отвечу. Не надо мне отвечать, я просто спрашиваю. Еще на других ресурсах ты его наблюдал? Вообще в курсе ты, что он есть на таких телеканалах, как «Дождь» его показывает, там «Кавказ Реалии». Популярные, если честно, я вот то, что он ходит постоянно на популярную политику, я вот это постоянно не понимал этого, зачем он туда ходит, когда они, как до этого сказали, что этот Навальный против этого, против ислама. А популярная политика его канал. Я не пойму, зачем ты там изворачиваешься. Это, наверное, из-за предыдущей темы там. Вообще не опять повторюсь, твоя конфиденциальная информация, где ты, о ком узнал, как ты сюда попал, откуда ты знаешь фамилии Тузика, Мамаева, это пофигу, это он тема Дон Авчо, которую он спровоцировал. Я тебе просто хочу вернуть назад на тему, как ты спрашивал о Тузике. У меня не было возможности, здесь другие там эти спикеры высказывались. Я просто хотел как бы более развернуто разъяснить ситуацию. То есть вот этот Тузик, которого показывает «Дождь» телеканал, которого показывает «Кавказ Реалии», которого там постит «Кавказский узел», «Настоящая Россия». Я там, могу поделиться? Ну и... Алло, 17-я база, 415-я база. Меня слышно, прием? Который устанавливает Коран, Сунну. Как салафита, который устанавливает Коран, Сунну во всем мире, который является джамаатом Ахмада бин Хамбаля, который за шариат, который за халифат, как его эти каналы показывают, что здесь происходит? Бородача без усов, салафитского, как показывают русские каналы, что здесь происходит, что не так? Мой экран виден вам сейчас? Ты знаешь, что тема была в Чечне, когда ваххабиты появились, когда путь Ахмад Хаджи появился,
который преследовал, уничтожал шайтанов, безусатых, с бородами людей, с подвернутыми вот этими там штанами. Почему Совет общается? Почему это все происходит? Навальный, который против шариката, который против исламистов, говорит подписываться на Тузика Абдурахманова. Алло, это я здесь сумасшедший? Или мы здесь, которые вот в этом чате сумасшедшие? Либо весь русский мир по какой-то там причине сходит с ума? Что здесь происходит? В каком плане, я не могу понять. Ну вот, мне тоже интересно, почему ты не можешь понять, что это происходит? Что вообще сторонники шарикатов, сторонники установления Коранов и Сунн, это в России нормально? Ты же из Дагестана, как я понял, да? Почему там без вести теряли ребят? Почему там преследуют молодежь бородатую? Что это все просто забыто или это что такое было-то? Я не с Дагестана, я с Азербайджана. Ну, ты все равно видишь же эту картину, происходящую в Дагестане там, и Конечно, вижу. вообще, ну, что тогда? Как это так? Что здесь не то? И все. Замдиректора электросвязи сидит и говорит, что это наш брат-мусульманин, простой начальник городской сети. Какая городская сеть? Нахрен. ФКУП электросвязь. Самая ответственная там в Русне за связь организация, ее филиал в Чеченской Республике. Самая ответственная в режиме там контртеррористической операции и постконтртеррористической операции, происходящей вот этой военной партизанской темы, где с международными исламскими террористами Русня якобы борется. За электросвязь директор оказался нашим братом мусульманином, салафитом, ваххабитом, относящимся к международному исламскому терроризму, за зама которого дают 1 миллион, чтобы убить его, якобы. А сам директор даже на бутылку его не посадили. Вообще ничего подобного нам не показывают. Даже допрос нам не показали. Тут что, обезьяны все, что ли, или что здесь? До того, такой уровень обезьянничий здесь. Вообще всех за обезьян считают, да, там. Можно вот такие мультики показать какие-то и полностью там обезьянизировать общество. Вообще, хай схамел деш. Не просто лагать деш спецахайсу. Хошер. Хойшу. Ибраим, хойшу. Эрнакос öndüne havyan пармат айшурак. Пармат чувалысы. Да, пармат чувалас. Вы шуи чаял информация. Он юх донах чувал чун мелох отделе руи конфиденциальности чун вайн хухуарду цо хочу уйцары. Хочу Путин чувен азхитин. Саламу алейкум ва рахматуллах. Сuna бега хурда. Трицауэр тоже ушел он. Пармат речь. Тоже разговор. Ибраим, ist хочу босс болна бас. Тем более, сончул дик бойзанлыш минус бу. Станом насахет. Sansa рехтерс до, санса отчет яшсан,
Камил, мне кажется, Война и чего полезно. Пользуясь случаем, мы в очередной раз рассказываем, что а зачем нам его, к какому надели. Он сейчас все, критисо. А я себе подумал, да, я худо зашел, да, ну, явно видно, so эсига анзорец, син, возьмелориш, маков. Что явно видно? Ну скажи насчет меня. Ну, явно видно то, что... Подожди, тут люди тоже разговаривают. Худуган, Аллах, Ресила, Вайтан, Чумнах, Пунауч, Бацаривает, Девиц Фумадуч, Нусар, Мадар, Дыки Купаш, Бахч. Бандера, ну скажи, Бортников, если зайдет, у нас здесь что Бортникову сказать. Патрушев зайдет, мы ему будем сахар рязанский рассказывать. Пусть Бандера скажет. Бортников, если Да, сюда я придет, тебе скажу. Сабарде, да, я ему скажу. Мы в эфире можем Бортникову полностью создать такую среду, где он полностью шагаду мог бы здесь произнести. Пожалуйста, дай Бандере сказать. Да, пожалуйста. Скажи, Бандера. Вот я тебе скажу. Ти пам'ятаєш прізвище цього, як його, Шмакова? Я от із-за тебе тільки Шмакова я пам'ятаю. Що? Не зрозумів. Не понял. Макова я только от вас узнал. Мамаева... Не да. Маков, Шмаков. Ты сейчас не делай цыганский метро с гармошкой. Шмаков ты прекрасно знал и назвал. Это раз. Второе. Шмакова знал, а Анзора из Вены, которого подло был убит предательски, да. Его ты не знал. Весь мир его, даже цыгане из твоего табора знают это. Могу ответить тебе. Не Шмакова, а Мамаева я знал. И Анзора, да, я забыл имя Анзора. Ой, Шмаков, говорю, все, выбачаюсь. Мамаев, да. Вот это, как это, Томсо экстазе говорил, мотолог. Да. Вместо молотка. Вот это вот ты помнишь, а Анзора из Вены ты не помнишь, понимаешь? Как-то вот ты такой, я не знаю, где вы что слушаете, какие курсы проходите. Ну, жирная это двойка. вообще нет смысла там об этом говорить. Или тут все. Хочешь, я тебе тут видео сейчас созвонюсь и покажу, где я, кто я, и вообще все про себя покажу. Хочешь? Покажу. А мне зачем такая награда? Нет, родной, мне не надо. Это ты будешь посылать тому... Если нет награды, если нет в этом смысле, то не надо об этом вообще и говорить тогда. Просто нет. По теме, раз возникли здесь вопросы возникли, или сразу, если вопрос какой-то возник, надо человека сразу там определять, там на него погоны навешивать и так далее. Даже если они у него есть, вот велются, носи на здоровье, даже если погоны есть. Либо это тема. Если вопросы возникают, на них же есть ответы нормальные. Ибрахим, я зашел в ваш чат, мне не, опять же, для меня политика Чечни, блогеры и так далее, это все второстепенно. Для меня первое, то, что, с чего я начал разговор, то, что я испытываю сейчас после всех просмотров почти неделю роликов Хармата. И просто... Да. Реально я к этому человеку испытываю за каких-то 7 дней. Просто он красавчик, дай бог здоровья его семьи. Меня остальное, для меня все второстепенно. Я больше в вашем чате, вашу политику, мне, опять же, ты мне не дал слово сказать, почему и вообще вот этой политикой. Потому что 8 лет назад меня кинули на большую сумму денег. Я был посредником в этой сделке. И, мусульмане. Перебивайте, подожди. И я был посредником в этой сделке. А кинул меня президент отель. В частности, подручный Адама Делимханова. И кинули меня, вернее, кинули чужих людей, других людей моими руками. И я остался должен $235 тысяч.
А можно Ты подробности, да если заметил ли если братья мусульмане как раз? Собурдан але лама дофундордан, елки-палки. Секунду. Мо- И Можно подробности, можно или нет? Я просто спрашиваю. проблем, просто мне не давали до этого слова сказать, поэтому я решил быстро так уложиться в 20 секунд. Я занимался переводами денег за границу, работал. У меня были руки, у которых там есть деньги на счетах. Один человек русский пришел ко мне, причем русский, которого я тоже знал очень давно. Пришел, говорит, ты знаешь, ты занимаешься такими вещами, есть одна тема, хочешь, можем заработать там. Я говорю, ну давай. Привел человека другого, приехал тот на Майбахе, на дорогих часах, охрана, короче, весь марафет. Все это происходило в Москве. Приехал, ну, договорились работать. Я сажал турков деньги, у них были безналичные деньги. Русский мне этот банкир давал деньги наличные в Москве. Турки сажали в Сингапур на его счет, банковский, сингапурский счет. И я ловил с этого процент, комиссию ловил и зарабатывал. Все происходило на доверии. Суммы были 30, 40, до 50 тысяч долларов. Несколько месяцев мы так работали, и от того, что в Сингапуре разница во времени, русский мне выдавал деньги на следующий день. То есть турки сегодня отправили в Сингапур деньги, на утро мне русский отдает в Москве деньги, наличка с моим процентом. Все это нормально работало. Вдруг русский мне говорит, давай как он называется, увеличим суммы. Мы стали их увеличивать потихоньку, 100, 120, 130, нормально, еще месяц работали. И он, русский, говорит, слушай, ты так четко работаешь, типа я так четко работаю, у меня есть, я могу тебе больше объем дать. Ну, естественно, я хочу больше зарабатывать, я беру этот объем. И приходит, я для большего объема, у меня тоже есть партнер, с которым я работал, мы летим с ним в Сингапур. Прилетаем в Сингапур, открываем там банковский, его же в русского, где у русского счет в банке, в этом же банке открываем счет. Открываем счет для чего? Чтобы турки деньги сажали на наш счет, и мы, когда ему переводили деньги, чтобы это была минутная операция, сутки не надо было ждать, внутрибанковская операция. Мы вылетели, открыли счет, но в Сингапуре не как в России, что пришел, сегодня счет открылся. Там 2 недели проверка идет компании. И эти 2 недели мы продолжили работать. Прямо перед открытием счета мы отправляем ему 220 тысяч долларов, 15 тысяч долларов наша комиссия. И он нас кидает, этот русский. У меня паника. Почему? Потому что это не мои деньги, я не своими деньгами. Мне турки доверяли, я с ними давно работал, мне турки доверяли, они отправляли деньги, и я им выдавал наличку. И всегда у нас все было по часам. И вдруг меня кидают, а у меня нет возможности отдать эти деньги. Один день, опять же, турки мне доверяют, понимают, что если какая-то проблема, они подождут, что там сколько лет я их не обманывал, никогда не подводил, все нормально было. У меня начинается паника. Я по всей Москве каждого, кого возможно, дергаю, чтобы найти этого банкира. Банкир целые 2 суток отвечает на звонки, но сливается. И данным образом я еду и вижу в пробке его Майбах. А у него единственный, наверное, на тот момент Майбах был, обычно Майбахи черного цвета бывают, а у него был вишневого цвета Майбах. Я вижу этот Майбах и падаю к нему на хвост. А в этот момент я еду со своим другом, чеченцем. Адам его зовут, из Наура его зовут, настоящий по паспорту из Наура, так его Адам зовут. Еду с ним. Я говорю, Адам, давай на жопу в машине садись. Мы едем, преследуем. Вдруг его водители чухают, что мы с ними их преследуем. А у этого черная Камри, чисто чеченская машина. И вдруг он начинает от нас убегать. А там просто, конкретно по Москве у меня погоня, вот как в фильмах бывает, жесткая погоня, встречные, красные светы и так далее. Вдруг на мой телефон звонок. Я поднимаю незнакомый номер. Алло, салам алейкум, алейкум салам. Ты Тофик? Да, меня Тофик зовут, кстати. Тофик Джафаров меня зовут, если что. Не скрываю этого. Ты Тофик, как он называется? Ты преследуешь мою машину. Меня слышно вообще? Да, тебя слышу. Ты преследуешь мою машину. Я говорю, а ты кто? Он говорит, меня Адлан зовут. И, я слышу чеченский акцент.
Я говорю, что, Адлан, я твою машину не преследую, я преследую этого, короче, нехорошего человека, который сидит сзади в этой машине. Он говорит, это моя машина, ты за ней не будешь ехать. Я говорю, Адлан, еще раз тебе говорю, я еду не за этой машиной, я еду за человеком, который, если это твоя машина, в твоей машине сидит человек, который мне должен, кинул меня на большую сумму денег, подставил меня. Мне нужен этот человек, пусть он выйдет из этой машины, твоя машина куда хочешь дальше едет. И он начинает мне угрожать туда-сюда, 3-10. И мой друг из Наур, он берет трубку, говорит, да, я с ним поговорю, там Нохчи, говорит, да, я с ним поговорю. И туда-сюда, и этот Адлан, и они на чеченском начинают разговаривать. Этот Адлан ему говорит, подъезжайте в торговый центр Гименей, я вам все объясню. И моему другу Адаму говорит, скажи своему другу, а они все про меня знают, просто все про меня знают. Скажи своему другу, чтобы у него головной боли не было, типа у меня, пусть забудет, типа, вообще эту машину. Пусть, короче, здесь идет о машине. Они прощаются, Адам берет, сбавливает обороты, говорит, короче, смысла нет за это, в чем мы же не будем весь день гонку устраивать. Еще сейчас аварию сделаем, то есть все. Я говорю, что он сказал? Он говорит, он сказал, подъезжайте в Гименей. А Гименей это что? Это торговый центр, прям следующее здание от президента отеля. Он говорит, они, походу, президентские. Я говорю, как такое, что? Короче, у меня просто помутнение такое, потому что он у меня, вот этот человек, который меня кинул, был передо мной, и сейчас мне надо от него сваливать. Короче, отпускать его, можно сказать. Я перезваниваю это Адаму, говорю, что типа, Адам, типа, туда-сюда, мои деньги, 3-10. Он говорит, я не знаю ни про какие твои деньги, я твоим деньгам отношения не имел. Короче, в общем, начинает сливаться и начинает, типа, что я тебе не позволил человеку по делам, короче, вот такая тема, да, пошла. То этот Адам из Наур, он чеченец, достойный парень, мой любимый друг, все 3-10, но он не из чеченцев, которые пойдут сейчас в президент-отель, понимаете, да, наверное, что я имею в виду, что-то качать или так далее, понимаю, что кто там сидит и что там и так далее. Да. Я этого Адлана, который мне звонил, я не знаю его настоящее имя, Адлан был или не Адлан, он представился Адланом. Я начинаю его долбить звонками, что типа, давай встретимся, типа, я говорю, зачем в Гименей, давай в другом месте. Потому что мне неохота ехать к президенту отелю. Опять же, я один, я возьму с собой кого-то, зачем мне кого-то еще подставлять, я понимаю, куда я еду. Начинаю их вытягивать в другие места, они, короче, туда-сюда сливаются, 3-10, потом мой партнер подключил других одних чеченцев, может, которых вы знаете, их зовут... Забыл, как зовут, 2 взрослых, в Москве они живут. В общем, не суть. Он к ним обращается, они такие заряженные, и деньги большие у них, и так далее, и тому подобное. Они дают одного своего человека, чтобы тот пошел на переговоры с этим Адланом. Адлан пошел, короче, они пошли на переговоры, встретились в ресторане. В ресторане в итоге закончилось тем, что, это был как раз Рамадан месяц, если помните, в тот год Кадыров огромный ифтар там на какой-то площади в этом давал, в Грозном огромный ифтар давал, там десятки тысяч людей кормил. Это был именно тот день. Мы встретились, и никак мы не встретились, нас не взяли на встречу. И я не знаю, что было на той встрече, но пошел туда на встречу вот от этих чеченец один парень, и с той стороны этот Адлан и кто-то. И якобы на той встрече чеченцы с нашей стороны сказали, что положи руку на Коран, и мы тебе сейчас деньги отдадим. И сами разберемся с кидалой. А если нет, то типа пусть твои друзья сами разбираются. И тот на руку накрылся, сказал, что, короче, отбой, все, плакали ваши деньги, это президент отель, короче, с ними не вариант качать. С того дня, чем закончилась история, у меня такой денег наличными не было, но мне нужно было продолжать работу, потому что это был источник моего дохода, и мне пришлось продать квартиру, даже не то, что мне пришлось попросить мать, чтобы она в Азербайджане, в Баку продала квартиру, чтобы я быстро рассчитался, и моя работа дальше пошла. С тех пор Кадыровы, президент отель и все, что с ними связано, они мои враги, потому что они способствуют тому, что мне пришлось свою мать попросить продать квартиру. И это тебя толкнуло на самоубийство, мысль? Нет, самоубийство это было 20 лет назад, тогда я просто
мы ехали с другим своим моим другом чеченцем. Когда я на самоубийстве, еще раз, вы неправильно меня поняли. Та история с самоубийством, то, что я сказал, я был молодым, мне было 15 лет, у меня был телефон Верту, мне отец купил телефон Верту, дорогой телефон по тем временам был. Очень бил, этот телефон проиграл казино. И я домой не мог вернуться потому что это позор, во-первых, позор, отца подарок и так далее. И я ехал, себя ругал, что какой я дебил, что я наделал, я умереть хочу, я хочу повеситься. Подожди, 15 лет как тебя в казино пустили, я не помню. Я говорю, 15 лет назад. Нет, ты сказал, тебе было 15 лет. Ну, пустили, да, братан, что значит, ты не видишь, я быстро как говорю. 15 лет Нет, назад. ты сказал, мне было 15 лет, мне отец купил телефон, потом ты в казино его проигрываешь. Он 15 лет назад сказал, брат. Он 20 лет назад сказал. Мне 37 лет, паспорт вам кому прислать свой? Давай. Ладно, короче, это не суть, вот эта ситуация, она неприятная, которую ты рассказал. Дело в том, что вот это жулье, которое там русские полностью используют, то, что там происходит, всякое вот это кидалово, не кидалово, то, что связано с криминалом, это, естественно, за этим стоит там и спецслужбы, и крыша мощная и так далее. Поэтому в этой ситуации, ну вот в целом теперь спроецируется там на весь народ. Вот примерно что-то подобное происходит со всем народом, да, когда там поставили. Знаю, что с вашим народом творится. Я знаю достойнейших ребят чеченцев. Хоть они сегодня мусульмане, я тоже сегодня вывести из ислама очень сложно. Очень сложно перебороть это. Если бы не такой грамотный, подкованный, который фактами рассказывает человек, как про Хармат, я бы даже не задумался об этом. Если мне какой-то, я не знаю, мой земляк, азербайджанец, русский, неважно кто бы начал бы меня, типа, говорить, да вот ты знаешь, вот там так-то, в каком хадисе, я наплевал бы и пошла бы его к черту. Я увидел, я говорю, я неделю последнюю прожил с Харматом. Я последнюю неделю ни одно свое дело не сделал за последнюю неделю, потому что я слушаю 7-часовые эфиры один за другим. Я слушаю. Я сюда зашел только... Да. Остальное... Его интересно. Мне не важно. Я хочу, чтобы сдох Кадыров, чтобы его все семейство горело в аду, я не знаю, чтобы просто сдохли они. Почему? Потому что с их руками мне пришлось прийти к своей матери и сказать, мама, продай квартиру, помоги, что я не хотел делать. Слава богу, я возместил это, но с тех пор... Тофик, а теперь представь, вот у нас тут присутствующие потеряли каждый близких, конечно, потеряли вообще всю свою жизнь, потеряли, да, там судьбы, короче, целые судьбы людей, вот сколько у нас это, с 90-х годов продолжается. Там искалеченные люди, без вести пропавшие. Там, в общем, 300 тысяч жертв у нас населения за все вот это время. Сегодня там куда-то в Украину закидывают в качестве пушечного мяса там людей. Потом вот это вот дерьмо криминальное, которое породили за 20 там, с лишним лет. Вот это уподобили себе русские. Конечно, то есть вот во всей этой ситуации, да, представь, вот наше отношение к этому русскому миру, наше представление, когда из нашей среды как собачья находят, это дерьмо собачье можно в любой среде найти. Но вот они умудряются такое самое дерьмистое дерьмо найти и вот это дерьмо поставить на службу себе, которая потом как бы полностью работает на них. Вот примерно что-то такое у нас происходит вообще в целом в народе. Не слышно. Есть наш клуб?
Не слышно. Выключили. Связь плохая. إقام ده أتقوم إقام فرميروات لأني تقوم تيش إشتا تقوم يقير تناخل إنها خاهن سواي بيسان قوروي تقويته شاشين كلا رغانت داتو يوك تو دوتان يخيل سويلة حتى ينشون جيب كلا رغانت كلا كروتش هم تيوانشين كلا داتا قوسيتش плюс, короче, это сюлечные, ногчишные юката. Мост халцада идти, плюс тогда я лед чмоет, сюнг, короче. Сейчас как бы хотя есть ты шашин кела дату юрит свой гант. Эти шаш ян кела гант штади. Тин шасин ваш. Сакете будет вачел. И кела гант штади мастер шмобацери уже. Они же тоже хотели нормально там. Любой час, короче, свободно, что любой аж эльчон келар раньше тады душу аж нормально совитчан. Сун это йо каэльчан нормально сан бол бир бо элла. Ишта дерьмо яц и дерьмо хил ишта дата болушма бери на. Люди, которые там формировали вот это, оман, сейчас هيقدر قي شادل هم جرتوا دري شادك короче какие варианты очень тахлапуш у них были другие варианты которые они могли бы использовать например пойти там под русню даже на разборке даже на национальной масштаба تهم героически تهم ويتدي на разборке شيء الخير توي شخص يولج تجا قرط داولش وجد قرط تقولش إشي تدوجو شيء هذا الله даже إيش ما تكشف просто чисто на бытовухе босс и вот это и шайл и жертвы еще что бесполезные как бы имел лели нагадай надо какое-то другое дерьмо, которое ходит и занимается тем, что съедой. То есть имел иногда и затоптать вещи, и бехдин дадохши, это шайны халушил, там пистолетики, там, ну, там, второй хуйлис, там, дахак машин хуйлис, хуйлис. И что-то, как бы, имел иногда, от он те есть танах бу, шайгар хумца доличи, шайгар саледер луце, летаеши, руккуман урт олши, шест сададлуши, короче. Есть, короче, дерьмо собачье, которое совсем мотоу, и тогда лилш, и как бы еще дагихуэн хати дуажваш, да? Вот и дерьмо. И дерьмо. Надо где-то доключаться, да, да, ну вот примерно ищет формироваться, да, что хорол, да, примерно ориент в Европе, хады яхтивой, пусть хадош, война цать эйрой, машу, нахаша, синош, талуш, курца олш, волнах. А куз хакаяча, любой, короче, умлачущий, пейтбоч, лелший, эш бычий, шиен бинбол, садик бол, и бина цакиечи, иштадат, ши нелел доверие, ши вот и дерьмо, но долго, цана, синош, да, дел, цана, чап было, какое-то дерьмо, раз я по миру, по всему свету разбежалась, и там нагадила полностью. Ну, и полностью, цей ей ин лука орьязен. Телефон. В большинстве в этом деле, короче, идеологии сейчас, вот идеологии, ключевой, скажем так,
инструмент, да, который вот это вот дебилизация, ну, вот это бехдеш, бехдеш, с помощью которого осуществляется. Потому что даже işte уосалочвал стага, а идеология чуть он гунедин, мекштун, искифирун, это гунедин, гун, гердун, вали. И раз, вали, це дир до, что хума до это опустить твоя. Ибраим, есть ко мне еще какие-то вопросы? Не, у меня, в принципе, нету вообще. Я думаю, что слишком грубо здесь на тебя тоже наехали, не хотели. Не, я прекрасно понимаю это, я прекрасно это понимаю. Опять же, если у кого-то есть, опять же, вы мне никто, я вам никто. Но если во мне есть сомнения, я готов по видео созвониться, показать свой паспорт, показать, кто я, что я и все. И у меня есть одна просьба, как я понял, вы записываете эфиры и выкладываете их. Если есть возможность, когда будете выкладывать, когда я произношу свое имя, запикайте этот момент, пожалуйста. Я думаю, те, кто записывают, думаю, что они услышали тебя, потому что это не от нас зависит. Тут есть как бы параллельно, кто пишет это видео. Они сдохли. Я имею в виду, кто пишет для канала Бхармата. Просто в YouTube, если будет выходить запись эфира, там запикайте мое имя. А кто записывает, чтобы они сдохли, их семьи сдохли? Бхармат, можно вопрос один? Сейчас подойду минут 5-10. Хорошо. А может, кто-то другой ответит, чтобы потом его не беспокоить. Бхармат, я такое имя не слышал. Это имя или это какой-то что-то псевдоним или что-то, или что это значит? Прометей. Перевод. Ну, это чеченское имя? Чеченский Пармат. Чеченский Пармат, греческий Прометей. Все, понял. Да, я же был на Кавказе закован. Вот и местные дали мне имя на свой лад. Ибраим, а ты вот по теме Бхармата, можно с тобой пообщаться? Можно. А скажи, вот Бхармат говорит, что арабские сказки, иудаизм, вот их этот Исам, Муса, это тоже все сказки? Ну, я его, как и ты, слушаю. Я понял, вы не вместе, да? Хорошо, тогда его подождем. Я, как и ты, здесь офигел от многого, потому что, как вот и ты говоришь, то, что в тебя уже въелось, то, что ты считаешь самым святым, самым ценным, начинает давать сбои. Не то, что сбои, там вообще дым пошел. Замыкай. Если честно, происходит. Самое, что во всем этом вообще, я не знаю, ошарашивает, да? Это то, как вот эти засуетились всякие религиозные деятели, и насколько они готовы вообще лицемерить, да? Врать прям откровенно. Я первый раз... Уже ты тогда понимаешь, насколько это человек, раз он врет, насколько он, ну как это уже в целом все, насколько это, как это правильно? У меня дядя... Лукаво, да? Лукаво что-то. У меня один дядя есть, такой двоюродный дядя, он несколько раз хаджи. И он постоянно раз приезжал, рассказывал там тогда. Привозил туда, в Мекку.
И я очень часто от того, что работаю с Турцией, с Дубаем работаю, постоянно в аэропортах видел паломников и постоянно подходил с ним, спрашивал из Мекки, они какие ощущения, и все, ой, такие ощущения, ой, так, сяк, третий, десятый, и всегда сам хотел попасть. И так получилось, что 3 года назад я первый раз поехал в Рамадан, сделал умру. Когда я делал умру, вот это еще в ролике Пахамата сделали мне воспоминания. Вот насчет этого камня, который все ходят целуют, есть такой хадис, что Мухаммад, он поцеловал его, а потом после этого Умар его поцеловал и сказал: воистину, я это делаю не ты всего лишь камень, я тебя целую, потому что так делал пророк, не потому что ты там что-то сверхъестественное, ты просто камень. И меня поражало, что за война идет, когда эти все люди, Умар так сказал, что у них... Комментатор, можно тебе задать вопрос? Конечно. Тебе все можно, Бандера. Ну, мне не все можно. Хотелось бы многое, но не все позволительно. Говори. На жаль. Тебя лет 5 назад закинули, да, я так понял? Нет, 8. Ну, 5-6 лет назад, даже 7 я согласен, но не позже. Лет 5 назад тебя кинули. Нет, позже. А вот этот, который тебя кидал из Турции, живет в Турции, брат мой, такой, ну, в возрасте 62-63 года, мужик. Брат мой, ты плохо слушал. Меня кинули не в Турции. В Турции порядочные люди. Да не в Турции, тебя в Москве кинули, когда ты деньги переводил. В Москве меня кинул человек по имени, фамилии, отчеству Андрей Андреев. Настоящее имя это его. Он русский, и ему на тот момент лет 40, там, плюс-минус было. Нет, я не за Андрея, я говорю, кто там за этим стоит. Друг одного человека, которого ты его тут, Делимханова, ты его назвал тут. Ну да, его подручные. Ну, он не то, что его подручный, он просто, этот бич тоже много людей накидал, сбежал туда, старый такой, блин. Не, это... Я не, брат, еще раз, меня конкретно кинул русский. Просто это русский, этот русский, он был их подставная утка, потому что, типа, чеченцам бы никто не доверил. Да при чем тут подставная? Слушай, бичей много, использовали некоторых бил, и все, ладно. Все, я тебе ответ получил. Степан, те Я не знают, те не знают. Он знает только турок. Причем здесь турок? Да, турок не... Нахисан, да, сиашнис, дайса, хуши, эцюа. Моеда, цуля, хилусо, сиксагазер, ша турок уи, турок умбасо, сигер аушуи, вайцахеллы, сасрейтель, шашуахелла, сашварт движение шлелин. Короче говоря, шварт ах, декряволш. Короче, охчуа, дисумш, да, сурш. Давай, и на вас, шайн малу, цингло двух. Вернусь к рассказу из Мекки. И был поражен то, что какая там война идет. За поцелуй этого всему. Вспоминалось, как раз тогда был, ну, плюс-минус тогда было такое, что Хабиб Нурмагомедов не пожал руку женщине, и вот этот момент, то, что типа мужчина в исламе женщину не должен трогать, чужую женщину и так далее. И мы идем, делаем этот таваф, делаем, и, блин, я вижу, ну, блин, все мужики, можно сказать, голые, да, в этом полотенце. И все мы друг другу, каждой женщине, чьей-то матери, чьей-то сестре, мы все притираемся, хочешь, не хочешь. И вот до меня этого не доходило. И я тогда оттуда уехал, я ни с кем не поделился этими эмоциями. Я тогда оттуда уехал, что типа, ну, блин, ну как такое может быть, блин, странно. Потом были такие моменты, когда во время молитвы очень много людей в Рамадан. И просто место, они прям везде садятся, начинают намаз делать, да, во время намаза. И местная полиция просто, человек делает намаз, он подходит, его ногами отгоняли. И вернулся я оттуда не с теми эмоциями, которые я ожидал. И полетел я в следующий раз туда. В следующий раз
я полетел туда просто, не в Рамадан, просто меньше людей было. Но вот эта война за поцелуй этого камня меня поражала. Почему? Опять же, потому что это сам Умар, да, по преданиям, сказал, что я тебя целую, я знаю, что ты просто камень, я тебя целую, потому что Мухаммед тебя туда поцеловал. Все. Ну, и у меня мысли не было пойти там воевать за поцелуй к этому камню. А люди что делали? Я подумал, что почему, как он называется, когда намаз выходит же мулла, на весь аль-харам делает это, да, читает молитву. Ну почему не взять, не сказать этим людям: ребята, что вы здесь устраиваете, что за давку, что за, просто по головам друг друга ходите, почему не взять микрофон, не сказать, что поделился эмоциями? На коммент можно спрошу у тебя у меня такой вопрос. Может, ты слышал или видел, но в то время, наверное, ты был маленьким, что были такие ребята, они были смелые ребята, они кидали поезда там в России и очень хорошо зарабатывали. Ты слышал такие истории? Газ, Хаватов, что? Чеченцы это были? Не, русские ребята. Не, если честно, не. Может быть, поподробнее, если скажешь, что-то вспомню. Ну, так кажется, нет, не помню. Ну, были. Они там, русские ребята, разгружали какие-то вагоны, очень хорошо зарабатывали в то время. Это уже 35 лет тому назад. Я за это сказал, ты был маленький. Самые драгоценные вещи забирали с этих поездов. И там больше 200 тысяч, и в то время это большие деньги, долларов. Вот так они работали. Наверное, слышал, кто-то рассказывал. Найду потом на YouTube. Интересно, посмотрю. А к чему это? Иногда у них тоже там получалась проблема с кем-то. И они обращались потом к нам, и они сами рассказывали, что эти деньги они так заработали, что грабили поезда. Вот такая маленькая история. Их потом кто-то кидал, как ты рассказываешь. И им тоже так, у них тоже так получалось. Да, и кто-то кидал их, и потом они обращались. Когда мы задавали вопрос, откуда у вас эти деньги, они сказали, что вот такой-то вагон мы ограбили и продали по дешевке еще. Этот вагон они продали, там товар какой-то, хрусталь, все разное, по дешевке. Все равно получалась такая сумма. Но их тоже кидали. Они были молодые. А кто-то у меня спрашивал, откуда я вырос с чеченцами. Я не то, что прям просто были рядом. Когда я был маленький, еще жил в Азербайджане, в Баку. Это как раз вот первая ваша война. У нас во дворе жило, ну, это одна большая семья, их человек 15 было. Они приехали в Баку и жили. Это я маленькие, мы были там короче, мальчики, девочки во дворе игрались. Потом я переехал с семьей в Москву. Это плюс-минус 94-95 год. В школу пошел, и в школе у меня сразу появились тоже друзья чеченцы, вот как раз этот из Наур, и ну, у них тоже там большая семья, и его братья и сестры. И мы постоянно, я у них... Первая война началась в 94 году. Они в Москве жили у вас? Кто они? Первые? Маленькие то, что? Чеченцы, да. Не, первые жили в Баку. Я в Москву переехал в 94 году. И потом вот с этими школьными друзьями, с ними до сегодняшнего дня мы дружим. Их 3 брата. Потом в институт... Я азербайджанец, да. Потом в институт поступил. В институте тоже
самые близкие стали чеченцы, ребята. Акцента нет у тебя, азербайджанцы обычно? Я говорю, я 6-7 лет в Москве. А ты разговариваешь по-азербайджански? Ты разговариваешь по-азербайджански? Да, да, конечно. Ну, ладно. Спасибо. Могу что-нибудь сказать, если хотите, если понимаете. Не-не, я просто, что акцента нету, поэтому... Ну, я просто, во-первых, сама семья русскоязычная. У меня там, мать врач, отец у меня всю жизнь работал в советское время, всю жизнь в Москве работал. Как он называется? Ну, вот так. И у меня вся семья такие, там, академики, учителя, врачи и так далее. У меня, ну, мы городские азербайджанцы. И еще, будучи в Азербайджане, у нас дома всегда на русском разговаривали. И уже, ну, и когда переехал, тем более на русском. Я бакинец, да, вот есть, может, знаете, такое говорят, есть такая нация, бакинцы. Я именно бакинец. В Ютубе ты их не найдешь, потому что в то время они сами себя на камеру не снимали, и телефонов не было. А просто люди разносят, бывают общие друзья, друзья другого, кто-то постарше, тот, наверное, знает их. Были такие ребята, они грабили поезда и очень хорошо зарабатывали. Может, просто слышал, что грабят поезда и зарабатывали на этом. Нет, честно говоря, не слышу. Все понял. Ты шиит или суннит, если можно? А как ты думаешь, если меня чеченец привел в Не ислам? знаю, потому что у меня знакомый есть, кто из Баку, азербайджанец, он во Франции здесь живет. Они шииты просто, поэтому спрашиваю. Я же говорил, меня чеченец, если привел. Ну, суннит. Ну все, потому что у меня знакомый здесь, он шиит, поэтому. Я знаю, азербайджанцы, они большей частью шииты. Они большей частью шииты. Просто, опять же, у меня семья не религиозная. У меня, ну, так можно сказать, советская, да, семья. Советская семья. И, допустим, мои родители, они, вот как вы, да, они верят, что есть Бог, но они никому себя не причисляют. У меня, как он называется, отец может, ну, просто, знаешь, как не потому, что он поклоняется этому или что-то, у него лежит и Коран, и икона лежит. И, Да, среднестатистический, как мусульманин. Да? да, я мусульманин. Чисто верить и все. Верить, что надо делать хорошее, надо делать добро, делать намаз и все. Поэтому вот то, что вот и, честно говоря, я поверхностные мои знания об исламе, естественно, да, там 1% можно сказать. И поэтому для меня это было просто, как говорят, ислам – религия добра. Да, для меня ислам был всегда был, есть, был, не знаю, есть, уже даже запутался, что ислам – религия добра, что она несет только добро. Нужно только хорошее делать, и ты попадешь в рай. Все. А суннит, потому что шииты, они вот, у них есть эти темы, то, что бить себя, причинять себе боль, вот это, короче, дебильные какие-то вещи делают. Я это тоже, я изначально уже суннит, потому что меня там основе какой-то чеченец научил. А когда просто, ну, хочешь не хочешь, немножко узнаешь, да, там видео смотришь, что все, 30. И когда узнаешь, что шииты, чем они занимаются, и все это подобное. А еще самое главное шиитское государство – это Иран. Что у них там происходит? Что у них там происходит? Я бывал в Иране. Ну и понятно, что понял, что шииты не то, а сейчас что-то понимаю, что уже совсем что-то не так.
Уважаемый, ты отсюда выйдешь, когда формат придет, да? Я так понял, ты его ждешь. Если Сейчас ты я ему телеграмму отбил, сейчас он зайдет. Бандера, я же тебе скажу, все, что ты скажешь, я сделаю. Хочешь сейчас? Я просто несколько Сделай дней... милость, выйди отсюда. А почему? Не нравишься ты мне. Ну почему, скажи мне. Смотри, тише. Нравишься, не нравишься, сахарки, ну, и там, нравишься, не нравишься. Молодец, нормально. Бандера, почему, где Бандера? Не переживайте, у нас тут есть старейшины, если они скажут, как они скажут, так и сделаем. Бандера у нас не из самых старых. Нет, если честно, опять же, я все, что хотел спросить, самое главное, моя цель прихода в этот чат, задать свой первый вопрос. Какие чувства испытывали, как с ними боролись и так далее. Все остальное для меня не важно. Я пойду дальше смотреть в Харматас ролики и пересмотреть. Умница, молодец. Просто нет, мне интересно, Бандера, чем я тебе не нравлюсь? Чем я тебя задел, чем, может, я у тебя какой-то негатив вызвал? Почему? Ответь мне на этот вопрос. Мне... Ну, я отвечаю, микрофон выключается, слушай. Не, ты молодец, ты просто умница, я еще раз говорю, умничка. И на твой первый вопрос, с которым ты зашел, и я тебе ответил, и много кто ответил. Ничего, ну, переспишь с этим еще месяц-два, может раньше, может, вундеркинд быстрее придешь к этому. Может, тебе глаза быстрее, чем у меня. У меня 3 месяца они открывались, и то сейчас я на корейца похож. Видишь, вот 4 месяца уже. Но все равно у меня тоже иногда вылетают, и иногда некоторые мысли посещают. Но я с этим борюсь, не в прямом смысле с мечом и щитом. Ну, как вот теми знаниями, которые мне братья тут говорят, В преддверии Рамадана очень сложно с этим бороться. Я говорю, у меня просто... Я и сплю, мне какие-то непонятные вещи даже снятся. Ну, очень вот именно, может быть, если бы это не было... Ты представляешь, вот сейчас через 10 дней, да, даже меньше, через неделю, грубо говоря, Рамадан, когда я должен поститься, когда я должен открыть Коран и с утра до вечера его читать, когда я должен все это делать. И 7 дней до этого месяца, и до меня доходит такая информация. И у меня сейчас борьба, я должен делать или не должен. Естественно, я на данный момент мое сердце говорит, никого не слушай. Но разум, все факты и доводы, приведенные в Харматом, говорят об обратном. И у меня жесткая борьба. Я тебе еще раз скажу. Ты наоборот соблюдай, мучай организм. Короче, смотри, как другие едят. Пускай слюни тебя накопляют, твою поджелудочную и так далее, и тому подобное. В общем, короче, у тебя голова есть, и ты, как я понял, тебе 37 или сколько там лет, делаешь что-то еще. Но сама природа и твой интеллект, мозг, это называется, оттуда же интеллект идет, там команды из мозга, оно тебе подскажет. Мы тебе тут можем только сказать, порекомендовать. Все мы через некоторые моменты проходим. Я, например, тоже в заблуждении был. Я не маленький мальчик. Но появился. Но самое главное... Всевышний дал человека, который объяснил, и не одного, много тут. Тот же Ибрахим, сколько я с ним говорил. Когда они меня слушали и задавали вопрос или ответ, я это когда слышал, я в ужасе, я не спал, как ты говоришь, не спал, об этом думал. Как, ну, действительно, и у меня сложилась вся эта мозаика. Но я сейчас на такой ступени... Да.
Я вот на сегодняшний день я агностик. Я не заперечую, не противоречу тому, что есть Бог. Не отрицаю, что есть Бог. Я не отрицаю, что есть Бог, но и не подтверждаю, что Он есть. Я не верю в лошадь или коня, который с крыльями летает. Но не верю. Но имеет право человек не верить в то, что он не видит. Хотя бы не слышит. Смотря вокруг, я вижу, что он есть, но его никто Да. не видел, я не вижу. Да? Я своими руками здесь целый фундамент выложил, дорожки, кухню, беседки, все построил сам. Я никогда в жизни лопаты в руках не держал. Но я это сделал. И сейчас кайфую, наслаждаюсь. Вон петух у меня поет, козел. Это петух, не козел. Козла у меня нету, пока петух только есть. И куры. Бычки только это сейчас в апреле куплю. Дай бог, дай бог. А почему только ты не хочешь, чтобы я вышел? Вот это можешь мне сказать? Не, просто ты послушай, друг, ты немножко нудный, понимаешь? Ты задаешь вопросы, которые вот ты, конечно, не огорчайся, такие вопросы, на которые сам ответ знаешь прекрасно, и очень часто на свой же вопрос ответ даешь и так далее. Поэтому очень много времени на тебя ушло, 1,5 часа. Ты, как это говорят, не по существу даже, ну пусть будет по существу. Задал вопрос, тебе ответили в самом начале, 1,5 часа назад. После этого пошло. Потом я начал из-за тебя всех этих аферистов из Анкары, Стамбула, вот этими переводами, мы тут в Москве, в Киеве занимались. Есть там одна гнида, когда ты сказал президент АТЛ, Делимханову фамилию назвал. Я сразу вспомнил вот эту гниду турецкую. Он вообще турецкий этот, курд. Це бич, короче, из-за него были большие проблемы. Он сразу сюда нырнул. И, короче, сейчас не хочу, чтобы кто-то пострадал из-за моих разговоров. Короче, задаешь вопрос, вот ты взрослый мальчик, тебе сколько, 37? Да. Вот смотри, расти большой, на радость маме с папой. Не пытайся маму с папой переделать, потому что им поздно уже, а у тебя своя голова. Слава богу, их переделывать не нужно. Они были как Хармат с рождения. Ну, вот, тем более. Вот видишь, то не чіпай їх. То есть, ну, короче, це по-украински. Короче, не трогай их. Пускай вот они как живут, так и живут. Ты им помогаешь, твои родители. А сам смотри свою жизнь, свою судьбу, она в твоих руках. А там тебе Всевышний поможет. Спасибо. Не Эллях, а Всевышний. Создатель этого мира. Все, я закончил свой разговор. Донахчи. Когда мы с тобой встретимся, если ты в Киеве, я могу подъехать. Или ты ко мне подъедешь. Шашлык-машлык сделай. В личку напиши. А как? Я не умею. Ты мне напиши, а потом я могу отвечать. Вот так. На Дон Ахчи нажимаешь, там у тебя высветится. Написал уже. Все, он мне уже прислал. Он мне уже прислал. С Лехьядом. Все, Донахчи, ты на гармонии играешь, а я на саксофоне умею. И на гитаре немножко. Не пропадем. Да, если что, в метро пойдем на Крещатике. Да, легко. Так мы больше заработаем, чем этот бакинский попаданец. Бизнес это вообще. Я тут знаю одного бандита с 90-х, которые Делимханова тут быстро не пустили, они хотели сюда залезть. Нет, Делимханова в 90-х не было. Они там овец пасли. Не, он Делимханова знает, что-то там
Они что-то в Ну, Киев хотели сейчас все залезть. знают его, как это. Да. Он говорит, что это бандит просто и все. Он говорит, это бандит, я его знаю. Кто бандит? Делимханов? Да, да, да. Никогда в жизни Адам Делимханов бандитом не был. Вообще никем не был. Вообще. Серьезно? Может, перепутал Слове, фамилию. вообще. Степан, водителем был этого, как его, Хуярчин, Салман Радуев. как не был. Ну, значит, перепутал фамилию, понятно. Никогда в жизни он не был ни бандитом. Я эту Москву вдоль и поперек 90-е годы. И не только Москву. Жарили, блин, гостиницу Волна. Короче говоря, ну и нахрен. Это нечем Нет, хвастаться. ты бандеровец теперь, какие Москва, ты что? Я бандеровец всеми Да, краще своими силами. бути бандеровцем, чем эти. Я хочу быть сильно горьким и неприятным для своих врагов. Поэтому я Степан Андреевич Бандера. Добре. Викферштейн? Я волі. Да, Ты там аккуратно, Степан, ты тут Кадыру розыск дал Бандеру, если ты не в курсе. Я більш радикальний, я мельниківець. Ти бандеровець, а я мельниківець. Степан, я не шучу, официально розыск дал Кадыру Бандеру. Я знаю. Только он не знал, что его в 54-м, по-моему, или 56-м в подъезде его убили, поэтому я с побратимами согласовал этот вопрос, говорю, вот так. Нормально его поюзали все. И Короче, попугали. это самое, Донахчи. Да, мы согласуем, Когда мы с тобой зустрінемось, то мы с тобой маленький ролик снимем. Да. И нашим братьям сюда в эфир выложим. Да, и споем. Петь я люблю. На чеченском споем. На чеченском я только одну песню знаю. Она Ну слишком... вот скинешь мне транскрипцию, чтобы я выучил. Да. Не, этот вокал нужно преподавать вживую. Тяжелый, да? Выход. Да, там очень глубинные, Надо что-то попроще. смысловые эти. Не, надо попроще такое, знаешь, чтобы под этой музыка, песня была, можно было танцевать лезгин. Ну, ты как-то на гармошке играл, можно. К ним слова тоже есть такая песня одна веселая. Степан, шуточная ты такая в курсе, чеченская песня. Степан, ты в курсе, что у наших Прерывисто слышал, повтори, брат. у нашей Ванги обострение, не в курсе ты? Нет, я сейчас начну дуа делать, чтобы его попустило. Так кто там, мальчик или девочка? Через проход выходит джин. Муха стал. Так мальчик или девочка? Джин. Муха. Джин. Джина родил. маршал Думасага. Маршал Асханяет Нагило, Ицяет Нагилат, я Харяет. Маршал. Dela, hon slilde, hon slilde. Tjena, hjärtan.
вела. Джамби, 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 хаша, хаша, хаша. Джамби, джамби, Ладно, как последний год. Далее. Все, Оскар не по адресу. Болливуд это супер. Это круто. Да. А самому душик. И Хосяной Джамбетов. Он прославился на века. В отличие от нас с вами, беспризорников. Тот, кто ищет славы. Кто с этим спорит? Легенда. Это глыба. Он навечно записан в истории чеченского народа, который... Иншаллах. Иншаллах, Рахман. Никогда не забудут его. Он в наших сердцах выколот. Он попал в историю, как попадает. Неприятно. Леха, куда самое из чего куда варча дай чи чи пыта يو مصبون لا أكبر شو بيا لا مبوس نوش أنتوا تبيتوا الله الحمد لله هم تمك نوشن صحهم وما استنى مجك شو ما جيش ما استنى مجك شو ما جيش أنا متشل دعاء البول أرش بيا نابو الله خن إيسوس كريشنا دعاء البول Ты ж бухал. Что гуляешь? Ну, Гриша тоже худела. Гриша с больницы. Да я знаю, а Витька... Степан, Павлов хозяин. Ну что, замерз? Ну что, замерз, маули можете я. Вас, хозяин, будете украинчала. حالاتك فيش نصلح كارلا لتنو. Степан, князи, бажем, васти. Она чего, что ты, скорее всего. Дела. Из волчу, я что هقان هو الله خل هنت بلكي وايتنون أصلا خلي فقان هو الله وشاوي إيمان تبوش بو هاي لا دوغي شو بلكي وصباح هقان خل هو الله إبراهيم والله إيمان تبوش إيمان شو ما الله демократия والله ودوش Допустим, для меня союз с христианином более важнее, допустим, для меня союз с христианином более важнее, допустим, чем союз с атеистом. Как пример я говорю. Допустим, для меня союз с христианином важнее, чем союз, допустим, там, не знаю, с буддистом, с иудеем. А союз иудеев с атеистом, допустим. То есть есть, например, этого приоритета. И когда вопрос встает союз с братьями-мусульманами, которые живут на твоей земле, на общей земле, объединены общей культурой. Да, языки могут отличаться, но у нас общий... А разве так можно было? союз христианами шайк яшбу больше. Разве так можно было? Иисус Христос, чьи-то, а ищет канал Иисус воскрес. Я хочу мусульман вернуться завтра обратно. هذا قلبه دوكو نوات من ورد عيام مش بيشوق آدم إتلا
Прочим, борош, иудеи, христиане, мусульмане, братья, что нам буэлш, борош, танхен. Орш, бат, танхен, буэлча. Буддист самек бохаршен, брат. Буддист чи атеист чи Кришна и чи самек хан. Иудеиш да рок долчен, не гуш самек боматса. O zaman ateist miçer boy baltiya khan, bохар наден. Hakom don atchipens, daar zijn кобит бу, ахшал, какие-то atchipens появились. Йо, рассел, националист. Шоле, националисты. Да, да, они будут, мы должны смириться. Ordu, çoğalıt olacağın. Yani al duyuluş da çok şu sabır diyor. O kord mu al bir götür düşün pişman doğmuş. Забыл сказать, радикальные националисты появились. И вообще, дуаш, националист bu, مدرس nationalist, شيقومهم دي زقو شيقوم مصهم دي nationalism يو هرشا اتنخيتو وهم داتي راديكال صوبر دي بريدورك نا عوض بومز راديكال هو قم يعض nationalist كل خلاق يتقال تتوش نادوق شو ما دات قاعد كل راس قداش نشتات لي تقول لا Халиф, какая это нона? Согласен, что вот эта вот родоплеменная связь, она тянет назад все равно. Ну, возьмем родоплеменную связь во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Тогда же была она сильна как нигде. Да. Она тогда была намного сильнее, чем сегодня она в Ингушетии, в Чечне и в Дагестане вместе взяты. Намного сильнее в тот период у арабов. Да. Но когда они начали... Burada blokkiyorsa situação şey çoğu veçiz odre iştahart diyor terter и дует çoğular iş boğu ama iş kıytarısı строить государство уже после хиджры. Что сделал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Он их побратал. Он сказал, вы братья, сказал. И они говорили, мы настолько думали, что он так часто... Побратал, я тебе сейчас скажу, как он побратал, ублюдок ты, я сейчас тебе скажу. Отдать одну жену своему другу, чтобы сделать из него брата. И братство, ты это братство имеешь в виду, грязная обезьяна. часто говорил о братстве, что нам казалось, что нам придется оставлять наследство вот этим вот друг другу, своим соседям и так далее. То есть своему соседу они думали, что им придется оставлять наследство. То есть связь идеологическая преобладала, начала преобладать над родоплеменной связью. В исламе не запрещено любить свой народ, любить своих родственников. Нет, наоборот, это призывает. Astopirla. Поощряться, дяш, ну то боту. Аллаху экбер, Аллаху экбер, Аллаху экбер. Пророк Мухаммад, наша религия призывает поддерживать и укреплять родственные связи. Но люди путают между укреплением родственной связи и политической, общественной жизнью. Мело, ислам, белаки, родственные связи укреплять, арбаш, боя, шука.
Ибраим, он укреплять родственные связи в исламе, это жениться на двоюродной сестре, брата, жену, брат в Свободе это было сказано про освобожденную рабыню женой Мухаммада. Он сказал, лучше бы ты его подарила родственникам, чем освободить. Ты укрепила бы родственные связи. Да, точно, вот это тоже сюда можно. Да, очень укрепляющее. Иман даже укрепляет. Кормление грудью. Потому что в общественно-политической, социальной жизни родоплеменная связь не должна играть никакой роли. Когда распределяются государственные ресурсы, когда решается внешняя и внутренняя политика, родоплеменная связь не должна играть никакой роли, и в исламе это обозначено. Сколько есть хадисов, когда еще уже при правлении Так, приведите ему хадис, что Курайшит должен быть, если 20... Извините, что я прерываюсь в дороге. Я прав? Интервью полное, Акват, я с тобой. И он и дает у нас. Армат. Полный дает он тебя. Дух тезиш, кады дуца, ох, из белого. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Иман чуа. Иман чуа. Чуа. وتمهم ظهرا سكلهم غروره إيمان شو غروره أرو سخوي أرو الروتيا Что письмо, да, как чему отсутствует? Аллах, порбат, вежи, кифи, шмат, поляк, письмо, да, как что, ладно, что, Аллах, решил, что поляк, иман чуалан. Да, это он пармат. Белокио, сказать, ошиб, да, сдам, а полный жарко очень, ладно, хоть сюда заш, а ты русу пока. Чала, а то белчан, да, я итлай, да, что интересно, что почурону. Сеч, да. Поэмор, да, согласен, сам ладуа, ладуа. Полный, я это не шаек, что не вижу, хажури, да. Да, хочешь, минут 15, да, хочешь, Давай. Associaties Dolph Chamber stage حرم قاعد فوال الله إيمان شبوش Халиф, хозяин. полностью медленно Халиф, хозяин. Маршал, дыши. зон Марсвол Коннагос он соглашен искушен Марсвол Руслан Ролик, просто полностью хазам завязал